Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем изучать и рассматривать различные вопросы касательно подготовки команд по робототехнике для участия на каких-либо конкурсах. И сегодня мы рассмотрим два таких очень важных вопроса. Это как отбирать учеников в команду, в Олимпийский резерв, и как мотивировать учеников для плодотворной работы по проекту робототехники. Итак, давайте приступим. Но для начала давайте рассмотрим, почему же именно робототехника. Ведь на сегодняшний день в мире есть множество различных других актуальных и перспективных направлений в развитии науки и техники, в которых ученики могут самореализоваться. Далеко не секрет, что на сегодняшний день робототехника очень активно включилась в нашу жизнь. То есть она нас окружает повсеместно и повсюду. Мы даже не подозреваем, насколько силен охват нашего быта является и подвержен именно системам из робототехники. Это, к примеру, искусственный интеллект в вашем телефоне, беспилотные машины, распознавание лиц и системы контроля и множество других факторов, областей, где применяется робототехника. И, конечно же, понятно, что в будущем степень увеличения робототехнических систем в жизни человека будет увеличиваться и увеличиваться. И также еще один такой фактор, то что в будущем многие специальности, они, к сожалению, исчезнут. И чтобы быть успешным в будущем, чтобы иметь конкурентную способность на современном рынке труда, естественно, что нужно понимать, как работают современные высокотехнологичные системы, а именно системы, связанные с робототехникой. А еще лучше, если вы в будущем сможете не только понимать, но еще и самостоятельно создавать и разрабатывать эти системы. В этом случае, конечно же, успех в вашей работе будет однозначно высоким. То есть вы сможете без проблем трудоустроиться, какие бы страшные финансовые кризисы не были на рынке труда в некотором будущем. Именно поэтому робототехника является такой наиболее актуальной, наиболее перспективной областью науки, в которой ученикам можно себя реализовывать и в этой области в дальнейшем развиваться. Говоря о робототехнике, есть еще один важный фактор, который поможет ученикам быть успешными в будущем. Здесь мы говорим о таком моменте, как профнеопределенность учеников в старших классах и в средней школе. Что это значит? Это говорит о том, что многие ученики, учась в школе, еще точно до конца не знают, кем они будут в будущем, то есть какую специальность или какую профессию им выбрать. И особенность робототехники в том, что она как бы в себе интегрирует компоненты из многих предметов, из многих наук. Это такие предметы, как физика, математика, геометрия, химия, биология, лингвистика, ну и множество других предметов. То есть, серьезно занимаясь робототехникой, вы будете частично, потихоньку изучать разные области из различных предметов, из различных наук. И постепенно ученик для себя определит, какая именно из областей ему более интересна, то есть что его более привлекает. Точные науки, может быть математика, может быть это совсем не его, и он уйдет в область, к примеру, посвященную биологии или в какую-то другую науку. То есть робототехника, она как бы поможет ученику определить в дальнейшем свою специальность, то, что ему ближе всего по его способностям и по его интересам. Также, помимо определения дальнейшей профессии в будущем, робототехника уже на сегодняшнем этапе, если вы ее будете изучать, может вам дать очень много полезных знаний, умений и навыков. То есть что же дает робототехника? Конечно же, при ее полном всестороннем изучении. А дает она очень много. Это, во-первых, логическое мышление и инженерное мышление. То есть вы можете придумывать разные конструкции и в то же время логически мыслить, решая нестандартные задачи. Также это умение программировать на разных языках, то есть в рамках робототехники изучается всегда несколько языков. Вы узнаете, что такое искусственный интеллект, а возможно даже научитесь его создавать. А также вы научитесь работать с различными дополнительными программами, программы по разработке дизайна, возможно, программы по разработке сайтов, мобильных приложений, дополненной реальности и других различных программных продуктов. Также вы узнаете очень много по радиоэлектронике, по работе с электричеством, по работе с электронными компонентами. Вы научитесь разрабатывать, создавать различные механизмы, поймете, как работают механизмы, то есть получите такие инженерные знания.
Ну и, конечно же, еще одна такая важная область – это 3D-моделирование и технологии 3D-печати. То есть вы узнаете, что это такое, и сможете создавать свои собственные 3D-модели. То есть вот такие вот достаточно объемные, широкие и в то же время очень полезные навыки дает именно робототехника. Когда мы говорим об образовательной робототехнике, выделяется всегда два направления, в которых ученики обычно получают знания. Это соревновательная робототехника и проектная робототехника. Но соревновательная здесь понятно, то есть строятся роботы для участия в каком-то соревновании. Роботы должны быть примерно одинаковые, потому что они строго регламентированы заданием соревнования. А в проектной робототехнике, то есть ученики должны создать какой-либо проект робота. Мы с вами будем рассматривать именно проектную робототехнику, так как именно проекты позволяют ученикам больше затронуть различных областей науки и техники, изучить больше различных проблем, соответственно, получить большее количество разных знаний, умений и навыков. То есть именно работая над проектом, ученики будут изучать разные вопросы, разные компоненты наук, будут критически мыслить, чтобы решить различные нестандартные задачи, будут изучать различные проблемы, такие, допустим, как экологические или социальные проблемы. И тем самым получат широкий спектр не только знаний, но и полезных умений и навыков. Перед каждым тренером всегда встает такой вопрос: как же отобрать учеников для занятий по робототехнике? Здесь имеется в виду не просто уроки в рамках общей учебной и образовательной программы, здесь имеется в виду именно олимпийский резерв. Как отобрать тех учеников, которые в дальнейшем будут готовиться к Олимпиаде? Во многих школах робототехника преподается как элективный курс или как кружок. На элективный курс обычно приходит большое количество учеников. Но приходят ученики с разными интересами, умениями и знаниями. Кто-то пришел просто так, а кто-то действительно заинтересован. Конечно же, всех участников элективного курса, или, к примеру, если у вас это регулярные уроки, то всех учеников, пришедшего к вам класса, подготовить к Олимпиадам, конечно же, не получится, потому что, чтобы подготовить эффективную команду, на это нужно затратить большое количество времени и ресурсов, и, соответственно, всех учеников подготовить невозможно. То есть вам по-любому придется сделать отбор, отобрать самых перспективных учеников, тех учеников, которые желают работать. Как же это сделать? Прежде чем это сделать, нужно посмотреть на количество учеников. Если к вам приходит небольшая группа учеников, вы можете их всех зачислить в олимпийский резерв и дальше уже работа с ними углубленно, определиться с теми, кто действительно хочет работать, а те, которые в процессе работали, поняли, что эта область это все-таки не их область, то они тогда могут уйти из кружка, из олимпийского резерва и заняться какой-то другой областью. А второй случай – это когда к вам приходит большое количество учеников в рамках обычных уроков или в рамках элективного курса, или даже в рамках кружка. Когда приходит большое количество учеников, конечно же, среди них нужно провести отбор. Отбор обычно я провожу по 3 критериям. То есть среди всех учеников мне нужно отобрать тех учеников, которые будут выполнять следующие 3 роли. Первая роль – это программист. Это те ученики, которые могут программировать, то есть имеют логическое мышление, имеют начальные навыки, которые впоследствии позволят им писать программы. Вторая роль – это инженер. Это те ученики, которые могут придумывать различные механизмы. И третья роль – это лидер команды или мотиватор. То есть это ученик, который, может быть, не может программировать и не умеет конструировать, но может выступить в качестве лидера команды. Это тоже очень важно. Лидер команды, он сплотит команду, сделает ее более эффективной, что в целом позволит команде быть успешной на Олимпиаде. Как же нам провести этот отбор? Конечно же, нам нужно провести соревнования в классе. Соревнования по разработке проектов роботов, соревновательных роботов и небольшое соревнование с этими роботами. Но вначале все участники отбора должны обладать первоначальными знаниями в области конструирования и программирования роботов. То есть, допустим, к вам приходят ученики на элективный курс, вы проводите с ними несколько уроков начальных по сборке робота, по программированию робота. То есть все ученики вначале имеют равные знания, а дальше уже можно приступить к соревнованиям. Соревнования проводятся исключительно индивидуально, то есть каждый ученик и собирает робота сам, и программирует робота сам. Это необходимо, чтобы вычислить его навыки к конструированию и программированию. Также
При сборке робота нельзя брать полностью готовую модель какого-либо робота. То есть робота ученик должен придумать самостоятельно. Можно брать только лишь конструкцию отдельных узлов или элементов. Также нельзя подглядывать у других участников команды, то есть нельзя брать информацию с интернета. То есть суть в том, чтобы ученики максимально самостоятельно придумали и программу, и конструкцию робота. Далее мы проводим соревновательную часть. Здесь мы отбираем учеников, которые будут выполнять роль программиста. Какие же соревнования можно провести? Нужно провести соревнования, где робот будет проводить аналитическую деятельность. К примеру, у нас есть 4 цветных сектора и есть 4 цветных кубика. Задача робота взять кубик, определить его цвет и отвести в цветовую зону соответствующего цвета. То есть здесь, во-первых, нужно, чтобы робот понимал цвета кубиков, чтобы он мог двигаться, к примеру, по черной линии, чтобы робот мог понимать цвет пола и так далее. То есть достаточно сложная задача, но которая в полной мере позволит раскрыть навыки в программировании. К примеру, у нас есть 4 кубика. Даже если ученик справился с заданием, чтобы робот смог привести хотя бы один кубик, это уже говорит о том, что ученик в принципе может писать сложные программы, то что у него есть понимание, как это можно сделать. И такого ученика уже можно зачислить в команду на роль программиста. Далее, как отобрать учеников на роль инженера. Чтобы отобрать учеников на роль инженера, нужно проанализировать того робота, которого они сделали. То есть робот может выглядеть по-разному, но глядя на то, как у него выполнена конструкция, можно легко понять, умеет ученик конструировать или же не умеет. Ну что ж, коллеги, давайте проанализируем конструкции роботов-образцов, которые предположительно были сделаны разными учениками. И на основании вот этих вот роботов мы определим, какой из учеников, который, соответственно, собрал своего робота, будет являться у нас более предпочтительным на роли инженера. Смотрите, здесь два примерно одинаковых робота, разработанных для задания по сбору кубиков. Но два этих робота, они достаточно сильно отличаются. Не только, конечно же, внешне, но именно по своим конструктивным особенностям. Давайте рассмотрим эти конструктивные особенности, то есть какой из роботов собран правильно, а какой нет. К примеру, вот смотрите, два робота. Как у них сделаны колеса? Вот этот робот у нас правильная конструкция. Обратите внимание, что между мотором и колесом у нас есть втулки. Эти втулки не позволят колесу приблизиться слишком близко, чтобы не тереться о корпус. А вот эта модель робота неправильная. Видите, здесь никаких втулок нету. В результате ученики подвинули колесо слишком близко, и колесо вот в этом месте, оно трется о корпус. И, конечно же, уже ходовые качества сильно уменьшаются. Также, к примеру, здесь у нас оси одинаковые, что дает баланс по весу для робота. А здесь вот обратите внимание, оси разные. Здесь такая ось, здесь такая ось. То есть мало того, что колеса сами трутся о корпус, так еще оси разные. Это приводит к разному весу с левой и правой стороны, что создаст разбалансировку при движении робота по прямой линии. То есть это будет приводить к тому, что робот будет при движении по линии постоянно отклоняться. Также, к примеру, как закреплен блок. Видите, здесь у блока две точки крепления, и в целом блок закреплен очень хорошо, прочно. А вот на этом роботе как бы тоже две точки крепления, но блок при этом шатается. То есть видите, как сильно он шатается. То есть крепление это в принципе неправильно, то есть такие крепления делать нежелательно. Также мотор, вот этот мотор закреплен здесь достаточно жестко, мотор не болтается. А вот здесь мотор, тоже обратите внимание, видите, как сильно он болтается, потому что он закреплен очень просто, неправильно, и мотор болтается. Также, к примеру, как сделан захват. То есть задача, чтобы робот мог захватывать кубики. То есть здесь у нас такая есть лопата, с помощью которой робот может захватывать кубики. Обратите внимание, что ребята сделали как бы такую вот пластину, которая будет выступать в качестве лопаты. Кубик можно будет прижать к этой лопате и двигаться с этим кубиком, и кубик никуда не денется. А здесь ребята ничего такого не сделали.
То есть кубик не к чему прижать. И также, смотрите, захват сделан так, что он опускается слишком низко к земле. Соответственно, кубик правильно захвачен не будет, и при, допустим, повороте кубик может потеряться. Также, к примеру, здесь ученики взяли ось, прикрепили детали лопаты, а здесь сделали такие, поставили втулочки, чтобы лопата не сужалась. А здесь, вот, обратите внимание, такого нет. То есть лопата может вот так вот сужаться, и уже, соответственно, конструкция будет нарушаться. То есть, коллеги, смотрите, вот два одинаковых робота, но сколько в них мелких конструктивных отличий, которые приведут к правильной или неправильной работе. То есть вот этот вот робот, он будет действовать правильно, то есть он сможет выполнить задание правильно, потому что здесь у нас, во-первых, колеса сделаны правильно, хорошо закреплен блок, то есть во время движения не отпадет. И как бы лопата сможет захватывать кубики правильно. А эта конструкция робота, она недоработанная, то есть колеса сделаны неправильно, они трутся, блок закреплен плохо, лопата тоже сделана неправильно. Соответственно, этот робот, скорее всего, проиграет. Вот так вот, коллеги, то есть сдав задание ученикам собрать двух роботов и проанализировав конструкции этих роботов, вы сможете легко определить, какой из учеников имеет большие способности в плане конструирования. То есть у кого это в дальнейшем будет лучше получаться. А кто из учеников, возможно, реализует себя в другой области, но тоже в рамках робототехники. А далее нам нужно отобрать учеников, которые будут выполнять роль лидера. Как же провести отбор этих учеников? Конечно, есть большое количество самых разных методик, как отбирать учеников с лидерскими качествами. Но именно в рамках робототехники я провожу вот такие соревнования, и вам их тоже рекомендую. Суть соревнования следующая. Все участники, которые участвовали в предыдущем соревновании, они объединяются в несколько команд. К примеру, это может быть 2, 3 или 4 команды, в зависимости от количества участников. И у нас есть следующее игровое поле. То есть, к примеру, для двух команд есть 2 цветовых зоны, и на поле разбросаны кубики двух цветов. Соответственно, красная команда должна собирать красные кубики, зеленая команда должна собирать зеленые кубики. Участвуют роботы всех команд, соответственно, каждый робот за свою команду. Суть соревнования в том, что особых правил нету, есть только одно правило. То есть нельзя специально портить робота противника, то есть только вот такое вот правило. Получается, в этом соревновании есть большое количество стратегий того, как его выиграть. То есть суть задания в том, чтобы как можно быстрее собрать все кубики в своей цветовой зоне. Но сделать это можно разными способами. Допустим, один робот, к примеру, блокирует цветовую зону противника, а другой робот собирает кубики. Или же один робот собирает кубики, а второй робот мешает роботам противника делать то же самое. То есть существует много разных стратегий того, как выполнить это задание. Предварительно ученики в команде совещаются, обсуждают и предлагают какие-то стратегии. И как раз таки здесь и могут определиться лидеры. Это те ученики, которые могут сплотить свою команду, предложить какую-то стратегию и возглавить работу по достижению этой стратегии. То есть ученики, которые в данном соревновании станут лидерами команды, которые будут говорить, как кому действовать, чтобы достичь необходимый результат. И, соответственно, здесь-то как раз таки проявятся лидерские способности у каждого из учеников, что нам и нужно было сделать. Отбирая учеников на эти роли, мы смотрим сначала на их первоначальные умения и знания. Конечно же, здесь мы не можем отобрать прям сразу идеальных программистов или очень хороших инженеров. Конечно же, вначале отбираются ученики по их первоначальным способностям, а дальше эти способности уже будут более активно развиваться. То есть ученики будут становиться лучшими инженерами, обучаясь у вас на элективном курсе, то есть обучаясь в вашем олимпийском резерве. Также очень важный момент. Если вы отобрали учеников на определенные роли, очень важно обучать их не только их уже заложенным, так скажем, их навыкам, но также важно у учеников развивать и другие навыки, которых у них до этого не было. Допустим, если у вас программист, то его нужно обучать также и инженерной части, чтобы он тоже понимал, как устроена конструкция. Потому что идеальный вариант – это когда ученик может совместить в себе все вышеперечисленные качества. То есть когда ученик и инженер, и программист, и в то же время он может быть и лидером, и мотиватором команды.
Это, конечно же, идеальный вариант, достичь его достаточно сложно, но к этому нужно стремиться на ваших уроках, то есть чтобы ваши ученики, они были всесторонне развиты, то есть это наша основная цель. Когда мы определились с составом команды, то есть у нас сформировались команды, сформировался олимпийский резерв, куда вошли ученики, которые имеют способности, которые желают работать, возникает следующий вопрос – мотивация учеников. На самом деле не все ученики изначально правильно замотивированы для эффективной плодотворной работы. Многие ученики пришли просто, чтобы посмотреть, что это такое, то есть у них возник какой-то такой небольшой интерес, но потом они очень быстро перегорают, и эта область им уже дальше не интересна. Как же бороться вот именно с этим таким негативным моментом, когда ученикам перестает нравиться ваш предмет, и они уже хорошо не слушают, задания не выполняют, и то есть их работа, она ухудшается. Мотивация учеников – это одна из важнейших проблем во всей педагогике, и требует она индивидуального подхода к каждому ученику, потому что все дети разные, у всех детей разные интересы, разные способности, поэтому исключительно индивидуальный подход к каждому. Я бы хотел отметить, что мотивация – это даже намного важнее, чем сам процесс обучения. Дело в том, что мотивированный ребенок, он очень хорошо работает над своим самообучением и самообразованием. А самообразование ребенка – это во много раз эффективнее, чем уроки в школе. Потому что на уроках ученики могут не слушать, а когда ученик заинтересован и обучается сам, он, конечно же, вникает во все нюансы того предмета, который он изучает. Поэтому ученики правильно замотивированные, которые активно занимаются самообразованием, они, конечно же, в дальнейшем являются наиболее успешными, потому что они могут получить намного больше знаний, намного больше умений, и все эти знания у них останутся в памяти, то есть они будут хорошо владеть этой информацией. Но достичь такого эффекта, чтобы ученики обучались самостоятельно, конечно же, достаточно сложная задача. Но чтобы ее достичь, есть разные методики того, как учеников мотивировать. Прежде всего, ученикам нужно объяснить, что им даст именно робототехника, то есть что они получат, занимаясь на кружке робототехники. То есть это, во-первых, это новые знания, умения и навыки. Во-вторых, это победа на олимпиадах и конкурсах, что ученикам даст, во-первых, уважение в школе, также преференции при поступлении в вузы, и что повысит, конечно же, собственную самооценку учеников, что тоже очень важно. Далее, это профориентация, то есть робототехника позволит ученику определиться с дальнейшим обучением в вузах, то есть куда ученику поступать и на что учиться. Также такие моменты, как возможность посетить другие страны, интересные места, потому что конкурсы проходят в разных городах и разных странах, и то есть мы часто можем выезжать на эти конкурсы. Ну и, конечно же, это возможность завести новых друзей, познакомиться с интересными людьми, как на территории своей страны, так и за рубежом, что вот в моей личной практике случалось неоднократно. То есть мы выезжали на многие олимпиады, где ученики заводили себе друзей из разных стран. Это были не только ребята, но также сотрудники различных компаний, как, допустим, сотрудники из компании NASA или из других различных компаний. То есть ученики могут завести интересные знакомства и интересные связи. Еще один важный момент, который бы я хотел сказать. При проведении как уроков, так и соревнований обязательно всегда ученикам нужно говорить, что соревнования – это в первую очередь не только для вашей победы. Каждое соревнование – это в первую очередь ваш опыт. Участвуя в соревнованиях, вы получаете новые умения и знания и навыки. То есть соревнования дают вам развитие, а победа – это уже второе. Конечно, победа тоже очень важна, но полученные при участии в соревнованиях навыки намного важнее победы. Нужно, чтобы ученики хорошо это понимали, и чтобы они старались сделать как можно лучше и старались получить как можно больше знаний. То есть участие, опыт и знания – это самая важная первая задача при проведении соревнований. Давайте дальше поговорим о мотивации. Мотивация к научно-исследовательской работе. Здесь я хотел обсудить несколько таких важных моментов. То есть как правильно проводить работу с учениками по исследовательской работе, чтобы ученики были мотивированы к дальнейшей работе по этому проекту и вообще были замотивированы к получению новых знаний, то есть к эффективному обучению. Ну, конечно же, выбор темы. Нужно подойти изначально к правильному подбору темы. Тема должна быть социально значимой. Исследовательская работа
должна являться внутренней потребностью ученика. Проблема, которую он раскрывает, должна быть интересна и значима для самого ученика. Вот такой вот момент. Далее, также нужно, чтобы ученик хорошо осознавал суть проблемы. Иначе ход и поиск ее решения может зайти в тупик и может быть даже бессмысленным. Вот. И даже если изначально постановки учителя были правильные, если ученик не осознает суть проблемы, то он может просто при своем дальнейшем исследовании зайти в тупик, что тоже очень плохо. Проводя работу над проектом, важно, чтобы был учет исключительно истинных, а не липовых интересов учеников. То есть нужно изучать по большей части именно то, что действительно интересно ученику, а то, что позволит развиться ему, а не какие-то другие моменты, которые для ученика уже заранее известно, что они будут неэффективны. То есть учет истинных потребностей ученика – это очень такой важный момент. И также еще я хотел сказать о том, какая должна быть роль учителя по отношению к ученику. Нельзя, чтобы учитель был как надзиратель, который стоит сверху и дает строгие распоряжения, что и как ученику делать. Здесь желательно, чтобы была такая форма коллега-коллега, то есть как бы ученик по отношению к учителю был как коллега к коллеге относился. Но это, конечно же, касается именно подготовки на Олимпийском резерве. Или, к примеру, такая формула, как духовный наставник и младший товарищ. То есть духовный наставник – это учитель, который направляет своего младшего товарища в правильную сторону, где ученик уже должен самостоятельно развиваться, то есть искать информацию и развивать свои умения и навыки. Давайте также рассмотрим ошибки, которые могут привести к потере мотивации. Часто при работе над проектами у учеников возникает большое количество самых разных ошибок, многие из которых они, конечно же, могут преодолеть, но бывают такие ошибки, преодолеть которые им становится очень сложно. Это приводит к тому, что у учеников поначалу пропадает интерес к проекту, а потом и вовсе интерес к робототехнике, и ученики уходят в другую область, хотя изначально они были очень способными. Но вот именно неспособность решить эти ошибки и приводит к такому негативному эффекту. Давайте же рассмотрим, какие могут быть ошибки и как их решить. Это, конечно же, изначально может быть такая ошибка, как неправильная постановка задачи проекта для конкретной проблематики. То есть неправильная подборка технологий. Негативным результатом этого будет то, что проект не позволит решить первоначальную задачу. То есть вы задумали одно, сделали проект, но он никак не может решить эту задачу. Или же во время работы над проектом подобранные технологии оказались неподходящими, и вы просто уже не можете дальше реализовывать ваш проект согласно вашим задумкам. То есть вот такой вот момент, как неправильно поставленные цели и подобранные технологии. Следствие этого – это потерянное время, бесполезно истраченные ресурсы и потерянная мотивация. Следующая ошибка – это неверная интерпретация полученных данных. То есть вы разработали проект, но оказывается, что ваш проект работает совершенно не так, как вы изначально задумывали. Возможно, причина в том, что вы просто неправильно интерпретируете полученные данные. Это влияет на то, что вы дальше не можете работать над проектом, потому что у вас проект дает не тот результат, который вы хотели. Следствие – это у вас проект не рабочий или работает с ошибками. Опять же, необходимо время на его переделку. И опять же, это чревато потерей интереса к этому проекту. Еще одна такая важная причина – это во время работы проекта возникает множество мелких ошибок. И это такой момент, как то, что ученики не способны понять суть ошибки и не могут найти решение этой ошибки. Результат. Проект получается у вас нерабочим или частично нерабочим, то есть вы не можете достичь первоначальной цели. Следствие этих негативных моментов – это длительное время на решение этой проблемы, что сокращает время на подготовку проекта, и значит проект не может быть полностью реализован поставленным сроком. Соответственно, опять же, потеря интереса к этому проекту. И еще одна такая ошибка – это отсутствие контроля в группе или неправильный ее подбор. То есть в результате в группе нарушается эмоциональный климат, нарушается продуктивная работа над проектом, возникают конфликтные ситуации и споры. Здесь самый плачевный результат может быть. Вследствие таких вот ошибок у вас может прекратиться работа над проектом, может даже полностью расформироваться ваша группа,
и полное прекращение дальнейшего участия в олимпийском резерве. То есть это одна тоже такая очень негативная проблема. Теперь давайте же рассмотрим, как эти проблемы можно решить. Неправильная постановка целей и задач. То есть первое, то, что мы рассматривали. Эта проблема должна быть сразу же исключена именно учителем, руководителем команды на первом этапе разработки проекта, то есть именно когда происходит постановка целей и задач. Здесь руководитель должен внимательно пронаблюдать то, как работают ученики, то есть какие цели и задачи они ставят, и, конечно же, в нужный момент провести консультацию, направить учеников туда, в то русло, чтобы они правильно поставили цели и задачи. То есть учитель смотрит, какие задачи ставят ученики. Если задачи эти неправильные, учитель подсказывает, как сделать так, чтобы были поставлены правильные задачи. И в итоге проект будет делаться в правильном направлении, и в итоге, конечно же, вы сможете получить все ваши необходимые результаты, которые вы изначально задумывали. А также вторая часть этой проблемы – это неправильный подбор технологий. Здесь тоже учитель изначально смотрит и в правильный момент подсказывает, какие технологии нужно подобрать правильно, то есть советует, какие технологии лучше применить для реализации того или иного проекта. То есть чтобы в дальнейшем у учеников не возникло проблем с тем, что технологии, которые они использовали, не позволяют реализовать поставленные цели и задачи. Следующая проблема – это неправильная интерпретация полученных результатов. Здесь тоже учитель, наставник выполняет консультативную роль. Задача учителя – объяснить ученикам, как правильно интерпретировать полученные данные. Возможно, что их робот работает правильно, просто они неправильно провели эксперимент, получили неправильные данные, и теперь у них возникает проблема, то, что робот их оказывается нерабочим. Но учитель подсказывает, как правильно провести анализ полученных данных, в результате чего ученики понимают, что все было правильно, правильно интерпретируют, то есть учатся правильно интерпретировать, и эта проблема, она решается. Следующая важная проблема – это неспособность учеников в случае возникновения проблемы найти эффективное решение этой проблемы и вообще находить причину этой проблемы. Это такая комплексная задача по решению этой проблемы. Дело в том, что вот именно этот вид работы нужно проводить с учениками с самого первого дня, то есть с самого первого урока. Нужно обучать учеников, как находить ошибки и как понимать, в чем причина ошибки и как эту ошибку устранить. То есть учитель с самого первого урока должен ученикам создавать различные проблемные ситуации, чтобы ученики учились обнаруживать ошибки, создавать такие ситуации и объяснять ученикам, как вычислить причину этой ошибки в данной ситуации. И также учитель с самого первого урока должен ученикам рассказывать, как можно решить получившуюся у них проблему. Ну, конечно же, здесь имеется в виду такие небольшие проблемы, допустим, с поломкой робота или с неправильной работой программного кода. То есть, как найти причину проблемы и как эту проблему устранить самостоятельно. И уже в дальнейшем ученики научатся самостоятельно анализировать, к примеру, конструкцию робота или программу, находить ошибки и уметь самостоятельно их решить. К примеру, с помощью дополнительных ресурсов из интернета. То есть найти описание проблемы в интернете, найти описание решения и самостоятельно устранить это решение. И последняя проблемная ситуация, которая часто возникает, это конфликтные ситуации в классе. То есть в том случае, когда слаженная работа команды нарушается, когда возникают какие-то споры, когда кто-то из участников просто уже дальше не желает работать, перекладывает свои обязанности на кого-то. То есть как устранить это? Конечно же, для устранения вот такого негативного момента в рамках психологии существует множество решений, множество тренингов. Вы их можете легко найти в интернете. Но хочу сказать, что вы как тренер должны постоянно следить за эмоциональным климатом в вашей команде. То есть какое настроение у учеников. То есть желают ли они работать, что у них происходит не только в рамках вашего проекта, а в целом по учебе, то есть успевают ли они с учебой или не успевают, какие у них взаимоотношения со сверстниками, как у них обстоят дела в семье. То есть вы должны постоянно следить за эмоциональным состоянием каждого ученика, в нужный момент ему помочь, подсказать, возможно, в какой-то момент освободить его от работы по вашему проекту, чтобы он решил какие-то другие свои задачи. К примеру, если он не успевает по какому-то предмету,
выполнить задание, ну, по школьному предмету. То есть вы можете дать ему время, чтобы он это сделал. Возможно, вы можете помочь, поговорить как-то с ним, поговорить с другими учителями, чтобы они этому ученику дали какие-то другие задания. К примеру, если ученик что-то не может сделать, какую-то, допустим, практическую работу, возможно, поговорить с учителем, чтобы была предоставлена какая-то другая практическая работа, чтобы ученик каким-то другим образом выполнил это задание. То есть вы должны быть каждому из учеников как друг и товарищ, чтобы свободно с ним поговорить о его вопросах, о его проблемах и вместе найти пути решения этих проблем. То есть в результате, если у каждого из учеников будет хорошее эмоциональное самочувствие, то, соответственно, и в целом в команде все будет хорошо, то есть будет общее взаимопонимание. Также желательно проводить различные тренинги по организации командного духа, по сплочению вашей команды, чтобы ваша команда была как целый единый организм. То есть чтобы все ребята были друг другу друзьями, чтобы у них был хороший эмоциональный климат в своей группе. И в этом случае работа над проектом будет идти продуктивно. Еще очень важный момент. Важно, чтобы в вашей команде каждый из участников четко понимал, какие перед ним стоят цели и задачи, какие перед ним стоят сроки на реализацию этих целей и какая его личная персональная ответственность для успешной реализации всего проекта. То есть, когда ученики четко понимают, насколько важна его работа для всей целой команды, в этом случае ученики будут работать намного продуктивнее и с большим интересом. То есть они будут работать лучше, чтобы, соответственно, не подвести команду и чтобы команда лучше выступила на соревновании. А также еще один момент касательно этой проблемы. Бывает такое, что какой-то из участников команды просто не справляется ввиду недостаточных умений, знаний или навыков в поставленной области. Вы тоже должны этот момент отслеживать. Такому участнику возможно поручить какое-то другое задание, которое тоже важно, но которое, к примеру, более легче. Или которое больше подходит под его умения, способности и навыки. То есть распределить работу между учениками так, то есть распределить задания между учениками так, чтобы каждый ученик смог справиться с поставленным перед ним задачей. В этом случае, соответственно, тоже работа над проектом будет более плодотворной. Ну что ж, коллеги, вот такие моменты мы рассмотрели. То есть как сформировать команду, как учеников правильно мотивировать, как находить пути решения в различных проблемных ситуациях. На этом наш урок сегодня заканчивается. Дальше мы тоже разберем такие важные моменты, как подобрать правильные технологии и как непосредственно проводить работу над проектом с учениками. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.